Гуси-лебеди, принесите мне маленького мальчонку, а не принесете, я ему бошки поотрубаю. Хи-хи-хи-хи. Анатолий Рыбин, герой нашего сюжета, не дает внукам скучать. Он рассказывает им сказки, играет вместе с ними, а еще мастерит для них игрушки. Домики, подъемные краны, пушки – все это он делает сам, своими руками. А пошло данное увлечение с детства. Как вспоминает Анатолий Иванович, семья у них была большая, как говорится, 7 по лавкам. Понятно, что денег на игрушки не напасешься, поэтому папа делала им деревянные. Вот и мои внуки, продолжает наш герой, больше любят играть именно деревянными игрушками. Даже спорят, кому какая достанется. Так, приготовиться, заряжай. Снова пушка 15 дальнего расстояния, прицел 120, по боевикам, огонь! Второе увлечение Анатолия Рыбина – это картины. Родился я в красивой деревне Смоляны, где у нас и речка бежит, и леса, и лага красивые. Наверное, поэтому и люблю природу. Все мои друзья об этом знают, и вопроса о том, что подарить, уже не возникает. Дарят картины. На подарок. И представляете, можно под эту вот музыку засыпать. Здорово ведь, да? Каждая картина у Анатолия Ивановича имеет свою историю. Слушаешь его рассказ и хочется перенестись в созданный художником уголок природы. И там избушка уже заброшенная. Ну, наверное, это когда дождь начинается, в эту избушку забегают. И так красиво. Вот. Третье увлечение Анатолия – это старинные часы-ходики с кукушкой или с боем. Пошло это тоже с детства. В то время, рассказывает наш герой, почти в каждом доме были такие часы. Значит, а это кукушка. Ходиков у него немного, но все они дороги, а первые часы Анатолию Ивановичу подарили. Представляете, если во всех комнатах я повешу вот такие и бой включу, там бум-бум, где-то ку-ку, ку-ку, вот. И это, ну кому как, ну вот меня это радует. Четвертое увлечение – это старинные вещи. Это же память, это наша история. Да и внукам интересно, говорит наш герой. В коллекции Анатолия Ивановича есть и деревянные туиски, в которых раньше хранили сыпучие продукты или яйца, и настоящий чугунок для каши, и старинный самовар с гравировкой и печатями мастера. Это тоже старинная вещь. Вот, если посмотреть, вот здесь написано Монпасье, леновые. Это, видимо, и с медалями. Есть и старинный утюг, которым, чтобы погладить вещь, нужно было сперва разогреть, да и не электричеством, как сейчас, а горячими угольками. Есть и лампада, или, попросту говоря, керосинка. Раньше в старину ей пользовались для освещения. От тещи досталась прялка. Вот ведь какая красота, восторгается наш герой. Все расписано, резьба красивая. И вот это. Мне одна женщина, старушка, предлагала ткацкий станок, но он, представляете, если бы я его поставил, он меня всю веранду бы занял. Вот. Интересуют Анатолия и статуэтки. Есть и вождь мирового пролетариата, и олимпийский мишка, и индийская статуэтка. Но, наверное, самая замечательная вещь в коллекции Анатолия Рыбина – это патефон, причем рабочий. Такие сейчас увидишь разве что в музее, а здесь можно не просто посмотреть, но даже потрогать и послушать. Первая старинная вещь досталась нашему герою от бабушки. Это старинный шкаф, который стоит на веранде. Здесь у него есть еще несколько самоваров, старинный графин, сахарница, скалка, несколько веретен, столовые приборы и настоящая чугунная сковорода. И даже старинные весы с гусями, по которым сразу видно, обвесили вас в магазине или нет. Ну вот по старине у меня вообще мысль была в комнате сделать, но поскольку у нас население было, значит, большое, комнату, да и меня жена говорит, нет, вот на веранде, хочу я там благоустроить, сделать полочки, и вот эту старину, это же память такая. Пятое увлечение Анатолия Рыбина – нумизматика. Он коллекционирует монеты, наши советского периода, более ранние и монеты разных стран. А еще он играет на баяне. Огонечек дула, дула, огонечек дула я, ой, кого любила дура, ой, кого любила я. Баянов у Анатолия 3, все они с разными строями. На самом маленьком лучше играть плясовые, когда гости собираются, говорит Анатолий Иванович. На зеленом лучше играть русские народные песни с грустинкой. Ну а этот, рассказывает наш герой про третий баян, мне подарили. У него звучание как у аккордеона. А вообще, продолжает он, гармонь может о многом рассказать. Вместе со мной она и грустит, и веселится. Кстати сказать, Анатолий Иванович баянист-самоучка. В семье у него играл отец, а он просто смотрел и научился. Первая его песня была про Катюшу. Нот не знаю, признается наш герой, подбираю все на слух. Может, конечно, где порой и фальшивлю.
расцветали яблони и груши. Не забывает Анатолий и про свою малую родину. Родился он, как мы уже говорили, в красивом месте, в деревне Смоляны. Сейчас, к сожалению, этой деревни уже нет, говорит Анатолий Иванович. Одни поляны остались. Чтобы не забывать про свою малую родину, он по памяти нарисовал свой дом, где они жили, и план расположения деревни. Вот наш дом, вот это, где площадь была, где мы бегали и играли. Конечно же, самое главное увлечение Анатолия Ивановича – это любовь всей его жизни, его вторая половинка Анна Павловна. Вместе они уже почти 40 лет, но глава семьи помнит и подробности первой встречи, и свои первые стихи. А радость поет, как весенний скворец, и жизнь и светла, и тепла. Ох, если б я имел 100 сердец, все бы его отдал. Совсем скоро Анатолий Рыбин отметит свой юбилей. Как говорит, это мой первый настоящий юбилей – 60 лет. Несмотря на такой вроде бы почтенный возраст, Анатолий Иванович продолжает чувствовать себя молодым и бодрым. А сохранять молодость души ему помогают дети и внуки. Ну и, конечно же, его увлечения, которым он отдает свою душу. Татьяна Бикмаева, Александр Ажгихин, Рубин ТВ.